уважаемый суд, я выстрою свое, так скажем, изложу свое мнение, выстрою свою речь, исходя из как раз приговора и тех аспектов, которые, по моему мнению, тех выводов, которые, по моему мнению, суд сделал неправильно, не учитывая тех обстоятельств, о которых я скажу, и, что самое удивительное, в противоречии с законами Российской Федерации. Так вот, начну по первому эпизоду. Это так называемый эпизод по тепловой компании по поставке модульной котельной. Прямо по приговору. Значит, суд, имея, и в материалах дела это указано, два варианта развития событий. Первый вариант событий, который сказал господин Осадчий, после того, как на него было возбуждено уголовное дело, он 5 суток провел в ВВС, после чего после того, как он дал показания, его выпустили, уголовное дело закрыли, но считается, что все-таки на него никакого давления не оказывали. И тем не менее, согласно этой истории или этой логике, данной господином Осадчим, получается, что в мае-июне 2007 года я с господином Осадчим встретился в районе местечка Дырнос, и действительно такая встреча была, и я ее подтверждаю изначально, исходя из своих первоначальных показаний. Осадчий подтверждает ее постоянно. Мы встретились, где у нас произошел разговор, при этом и я, и Осадчий мы сразу указываем на то, что это была первая в жизни наша встреча. Мы первый раз в жизни с ним встретились один на один. При этом, первый раз встретившись с человеком, я, как указывает суд, действую с корыстной целью, с целью распорядиться бюджетными денежными средствами как своими, решил предложить Осадчему построить котельную и получить взятку в размере 10 миллионов рублей. После чего в мае-июне, опять же, в дневное время, Зеничев пригласил Осадчего уже в другое место. И там Осадчий, оказывая содействие Зеничеву в совершении преступления, умышленно предоставил последнему информацию о реальной стоимости работ по строительству котельной, это 35 миллионов рублей, и умышленно сообщил мощность котельной 12,6 мегаватт. А с учетом денежных средств, в течение которых планировалась, стоимость в муниципальном контракте должна была быть 45 миллионов рублей. Еще раз повторюсь, Осадчий умышленно уже в мае-июне мне сообщил о том, что мощность котельной будет 12,6, а деньги нужны в размере 45 миллионов рублей. Доказательств о том, что Осадчий в мае-июне знал мощность котельной, никаких нет. Есть только одни показания господина Зыкова. И они приведены и в материалах уголовного дела, они также приведены в обвинении. Я их зачитываю. Свидетель Зыков пояснил, что летом 2007 года Осадчий дал ему поручение найти различные варианты организации, которые производят блочно-модульные котельные, получить некоммерческие предложения. Позже от кого-то из работников Зыков узнал, что планируется строительство модульной котельной. Речь шла о мощности 12 мегаватт. На этом все показания Зыкова, которые есть в приговоре, заканчиваются. Но на самом деле господин Зыков дал совершенно другие показания. А именно, материал уголовного дела есть, где Зыков говорит о том, что... Я их сейчас зачитаю. Где Зыков говорит о том, что далее в ходе допроса Зыкову предъявлены имеющиеся в материалах дела
копии письма от 3.07.2007. Это факсовая копия, направлена в адрес Провитекс на имя Зыкова Артема, заместителя директора по маркетингу завода котельного оборудования, на поставку модульной котельной в городе Сыктывкар, микрорайон ЛДК, по улице Северной. И факсовая копия с общим описанием технической спецификации блочно-модульной котельной. После чего Зыков начал собирать информацию. То есть он начал собирать информацию в июле. А Сачи уже знает в июне. Конечно. Возможно, у Зыкова, у Осадчева, у Петюшева, это будет повторяться здесь бесконечное количество раз. Была машина времени, на которой они постоянно перелетали туда-сюда и узнавали. И вот теперь в июле Зыков только начинает узнавать. Мало того, что он узнает про котельную в ЛДК на улице Северной, при этом ни следствие, ни обвинение не проверяет. Вообще есть такая котельная? Ну, конечно, она есть. Она монтировалась примерно в то время, строилась, модернизировалась. Конечно, она монтировалась, строилась и модернизировалась. И об этом Осадчий говорит, что они участвовали не только в одном строительстве. И котельная на улице Северной, и котельная в Нижнем Чуйке, это совершенно две разные котельные. Абсолютно разные котельные. Но здесь не берется ни адрес, ни дата проведения всех работ, а просто берется летом котельная. Нужно, это пишем, это не пишем, это читаем, это не читаем. Но это даже не самое главное. Вопрос в другом. А для чего мне Осадчий умышленно сообщил о том, что надо 12,6, 45 миллионов, 35, 10 миллионов будет взято? Он мне умышленно сообщает критерии, которые я должен осуществить. И дальше суд делает вывод. Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на получение взятки и растрату в особо крупном размере, вверенных Зенищеву как главному распорядителю бюджетных денежных средств. Действия с корыстной целью, то есть целью распоряжения бюджетными денежными средствами, как своими собственными. Еще раз. Суд делает вывод о том, что Зенищев, являясь главой администрации муниципального образования городского округа Сыктывкар, являлся главным распорядителем бюджетных денежных средств. И эти денежные средства Зенищеву были вверены. На основании чего он делает такие выводы? Я не знаю. Это предположение. Но самое удивительное, что это предположение противоречит двум законам Российской Федерации, одному постановлению правительства Российской Федерации об исполнении бюджета муниципальных образований. И на это никто каким-то образом не обращает внимания. Давайте посмотрим, что такое главный распорядитель. Во-первых, даже нет такого, как главный распорядитель бюджетных денежных средств. Есть понятие, которое прописано в законе бюджетного кодекса от 20.04.2007 номер 53 ФЗ и от 26.04.2007 номер 63 ФЗ. Это бюджетный кодекс. Статья «Основные понятия». Итак, статья 158. Главный распорядитель бюджетных средств. Просто главный распорядитель бюджетных средств. Статья 158. Пункт 5. Ой, извините. Пункт 1. Главный распорядитель средств местного бюджета. Это орган местного самоуправления, запятая, бюджетное учреждение, запятая, имеющий право распределять бюджетные средства по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств. Совет муниципального образования как высший законодательный орган, как представительный орган, является главным распорядителем бюджетных средств? Является. Является главным распорядителем бюджетных средств? Является. Бюджетное учреждение управления капитального строительства является главным распорядителем бюджетных средств? Является. У нас есть устав этого бюджетного учреждения. У нас есть должностные инструкции этого бюджетного учреждения. Только есть разница. Если совет является главным распорядителем всех бюджетных средств, то управление капитального строительства является главным
распорядителем бюджетных средств в рамках исполнения бюджета. Так же, как является и администрация, так же, как является еще 12 главных распорядителей бюджетных средств. Может быть, суд принял решение о том, что у главы администрации есть какие-то исключительные полномочия. Смотрим второй закон об органах, об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Статья 35. Представительный орган муниципального образования. Часть 10. В исключительной компетенции представительного органа муниципального образования находится утверждение местного бюджета и отчет о его исполнении. Так же, как является, это мы потом вернемся, определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Это уже к виражу. То есть получается, что глава администрации не являлся главным распорядителем бюджетных средств. Ему не были верены эти деньги. Может быть, суд считает, что до принятия законодательного акта о принятии бюджета Зиничу на каких-то, я не знаю, каких-то там условиях были даны эти деньги и верены. Нет. У нас есть постановление правительства Российской Федерации, на основании которого сделано постановление главы администрации, которое мы будем еще рассматривать. Я о нем скажу чуть позже, но там в самом начале этого постановления написано, что устанавливается казначейское исполнение расходов бюджета городского округа на 2007 год, и оно осуществляется финансовым управлением Министерства финансов Республики Коми. Хочу напомнить, что Министерство финансов Республики Коми не подчиняется главе администрации муниципального образования городского округа Сыктывкар, оно подчиняется только министру финансов. Это совершенно два разных уровня власти. Я не принимаю работников, я не увольняю, я ничего с ними сделать не могу. Об этом еще чуть позже я скажу. Но я могу сказать одно, что самое первое утверждение о том, что я являлся главным распорядителем бюджетных средств, что якобы деньги каким-то образом были вверены, это утверждение основано на предположениях. Мало того, что на предположениях, оно противоречит, как я уже сказал, двум законам Российской Федерации, закону о бюджете и закону о местном самоуправлении, и более того, противоречит еще десяткам постановлений как российского значения, так и Республики Коми в отношении исполнения бюджета, в отношении формирования бюджета, в отношении передачи денежных средств, в отношении вверения денежных средств по субъектам. Главный распорядитель бюджетных средств – это глава муниципального образования, председатель совета. На тот момент это был Ивкин Сергей Николаевич. А Зенищев Роман Валерьевич был главой администрации муниципального образования. Более того, суд вообще никак не смотрит, и следствие никак не смотрит, и обвинение. Но Ивкин-то Сергей Николаевич является собственником тепловой компании, он является учредителем тепловой компании, он является членом совета директоров тепловой компании. Есть эти документы в материалах уголовных дел? Конечно, есть. Это все показано, никто ничего не замечает. То есть получается, что осадчик идет непонятно к кому, для того, чтобы договориться непонятно о чем, вместо того, чтобы повернуться к главному распорядителю бюджетных средств на своих совещаниях тепловой компании и договориться с ним. Нонсенс. Возможно.